Ну найдешь, нет. Ну вот так вот всегда. Стоило только отключиться. Буквально я сказал до свидания и нажал на выключиться. Алексей у нас поймал первую рыбу. Первую рыбу, вот такой вот окунь. Вычек. Сысольский уже. Вычек, да, вычек, да. Вот она. Первая рыба на сегодня. Вот она, вот она, вот она, эта рыба. Вот зачем я выключился? Зачем? Вот только что я выключился. В общем, друзья, не буду выключаться, буду вести трансляцию, вести целый день. Вот она, поймана первая рыба. Рыба-окунь. Что, ведро покидаем пока, да? Была у нас, где-то видал, говорил, что взял эту штуку. Садок? Да. Давайте садок, конечно, чтобы это живая рыба была. Ну вот закон подлости. Только вот выключился, и Алексей сразу же поймал на виблик, да? Да, на резине, на желтый вибрах, просто я говорю, на Печоре эта снасть рулит. Вон, речной флот на Вычегде еще работает. В наших местах уже забыли, что такое катера, а тут еще это. Ну что там, где садок наш? Пока не видно. Давай я хотя бы в ведро я его закину. Давай. Ну вы ищите. Ну ты видал, он вообще брал его или нет? Открой ведро, Леш. У меня рука занята. Так что вычегодский окунь пойдешь печорским с песком у тебя. Ты больше на это не ложи. Он сорвал. Печорским язям пойдешь. Вот и катер. А по Вычегде да по реке катерок несется. Калоша? Так. Видно, не видно? Вот он катер. А у нас это название развернулось к нему, да? Как раз к нему, да? Да. Так от такого названия он, наверное, навряд ли уйдет. Он сейчас причалит к нам, наверное. Привет, Геннадий. Саня, привет. Мы на реке Вычегда сплавляемся. Поймали первого окуня. Не я, конечно, а вот Алексей. Я говорю, у меня 3 поклевки было. Это значит, не показалось. Реально было 3 поклевки, но все-таки... О, друзья! Канал Коми Рыбак приветствует вас! Катерисы нас поприветствовали. Сейчас поближе посмотрим их. Вот такие суда ходят у нас. Продольник вижу сейчас. А, да, вот бутылка, там продольник чей-то стоит. На Вычегде. О, 2 продольника, кстати. Кто-то, друзья, ловит так же, на Вычегде, так же, как и мы на Печоре ловили язя. Стоят продольники. Бутылка раз, бутылка 2. Ты хоть продольники не поймай. В общем, выключаться больше пока тогда не будем, потому что стоило только мне выключиться. Да, и Алексей предлагает мне опять выключиться, чтобы опять заклевало, но мы выключаться не будем. Это кажется, то я слишком тяжелую артиллерию насадил. Сказали, что на этой реке щука тоже есть. Но я что-то... Опа, волны пошли. Первое свидание для плотника. Да, плотик. Если бы КС-ка, наверное, прошла, он бы развалился, нет? Ребята сказали, что плот сделан на совесть. Так, видно? Более 300 саморезов. Вы эту печку вообще не в тему поставили. Я понимаю, печка отапливает помещение, да? Друзья. Но что на бухлоплоте отапливает эта печка, я не знаю. Душу, наверное, согревает. Это будем там готовить улов. Ну да, это как раз за 3 дня, наверное, сварится уха. Палатка парусит, базара нет, да. И ветер успокоился. Да. Так, ну что, наверное, надо поменять тоже виблик, наверное, поставить. Конечно, поставь. Мне кажется, вот эта снасть. Привет, Геннадий, привет.
Красота. Вот эта снасть, В районе. что-то мне кажется, пока слишком серьезная для реки Вычегда. Хотя на Вычегде народ рыбу ловит. 5 раз еще закину, потом тоже перейду на виброхвост. По крайней мере, тот же желтый виброхвост, на который я ловлю окуня на Печоре, сработал и здесь. Алексей уже поймал рыбку. Поймал первого окуня. Вы бы закинули эту удочку? А, червей нету. Ну. А спиннинг не брали, да вы? Можно вместо червя может что-нибудь использовать? Глаз, окуневый глаз. Во, окунь же поймали. А где удочка? Удочки там вот. Так. А ты, Олег, умеешь настаивать окуневый глаз? Давай, подвинься. Я могу там. А? Без подписчиков, а я... Так, да. Так. Молодцы, привет, здоровый день. Привет, друзья. Задуманное получилось, все-таки мы начали сплав. Отметили это дело. Ну, километр, не километр, но около того уже проплыли за час с лишним. 5 часов утра сегодня начался этот сплав. Все, осталось 2 раза. С 2 раза закидываю еще тяжелую приманку на Печоре. Не вижу. Привет, всем привет. На Печоре вот эта приманка работает на щуку хорошо. Если крупный окунь, там полкило и больше, бывает и окунь хватает. Но все-таки не знаю, как здесь насчет щук. Но вот, по крайней мере, силикон у меня вот 3 раза дернуло. И Алексей поймал именно на силикон. Так что мы, наверное, все-таки поставим силикон. Джиголовку с виброхвостиком. И будем пытаться, наверное, пробовать ловить окуня. Вот. Так. Все. Сейчас, ненадолго я отлучаюсь. Полюбуйтесь пока красотами. Как нет? Ладно, пойдем вместе менять. Сейчас. Так, все, теримся. Так, все. Сейчас я... Сейчас я вам покажу, друзья, что у меня здесь есть, какие снасти. Я, конечно, не весь арсенал с собой взял. Так. Вот у меня здесь есть такие резинки. Но я поставлю, наверное, вот такую вот джиг-головочку желтенькую. Вот такую вот. Где камера-то? Вот. Желтенькую джиг-головочку. И желтенький виброхвостик. Вот такой. Или твистер вот такой, я не знаю. Или красненький. Что-нибудь из них вот я поставлю. Вот у меня еще такой вот набор есть. Будем пробовать, потому что тяжелая артиллерия пока не работает. Будем пытаться ловить на легкие снасти. Будем пытаться ловить окуня. Вот такой вот жезлончик. Ладно, ставлю так. Рустам Гумиров, доброго утра. Нормально так снастей. Да это еще не все мои снасти. Блин, как поставить-то, а? Никак ставить. Олег, на, подержи хоть так вот это. Вот так вот. Снимает в эту сторону, хоть примерно так ровно. Давай. У меня одной рукой нифига не получается. Че, давай швартанемся здесь. Давай. Проще его здесь подобрать. Да, вот тут до дома еще будет 3 часа ехать. Не понял. Ну, у нас 2 места, где сейчас забрать еще человека, который с нами будет, Ванька там футболить. Либо здесь, либо там за поворотом. А, он подъедет сюда. Да, но мы там его еще, мы туда прибудем непонятно через сколько. А, ну понятно, сюда он быстрее прибудет. Да, здесь хотя бы примерно. Так, давайте сейчас. Где у меня желтый джиголовки? Куда они делись? Вот там как раз ручей вытекает. Можно покидать там. Да ёшкин кот, я На только что щучечку, в руках да? держал. У меня есть где-то. Да нет, я только что... А вот они, вот, все нашел. Это у меня еще не все снасти. У меня... Ой, снастей
Не знаю, ну в рыболовном магазине, конечно, больше, но почему-то у меня так получается, что вот захожу в рыболовный, вроде бы все есть, а нет же. То купишь, это купишь. А рыбачишь, как правило, на одну и ту же снасть, потому что вот то, что работает вот на Печоре, вот эта желтая джиголовка, вот с желтой резиной, и рыбачишь в основном на то же самое, и получается так. Почистим. Вот сейчас поставим вот это, наверное. У тебя, Леш, твистер, да? А я сейчас... откуда знаю, как он называется. Такая штучка вот так вот. Да, вот. Леша даже не знает. Он говорит, штучка, которая вот так. Вот так вот много что делает, Оля. Не только твистер. Твистер, бывший министр. Да. Так что на Печоре вот это желтая. Да я до дна не достал. Один раз уже потерял. Он. Как вы думаете, сработает? Я думаю, да. Потому что на желтый твистер было 2 поклевки, даже 3, наверное, у меня. Лех, Алексей, почисти выводил окунь, твистер. Юмор. Не материтесь, все. Прямой эфир идет. Сколько бочек вы поставили? 16 бочек по 200 литров. Грузоподъемности 3 тонны? Кстати, становится, вот ветерок немного стих, уже теплее стало, да? Нет, это рыбацкий напиток. Ребята сказали, что и греет рыбацкий напиток. Так что я же говорил, рыбацкий напиток, не алкогольный напиток, он просто греет душу. Как вы судно назовете, так оно и поплывет. Вот. Андрюх, нормально идем. Кстати, удочку купил место в рыболовном магазине. Думаете, сколько стоит? 3000? Нет. 300 рублей. 300 рублей. 300 рублей. Я специально хочу попробовать. Вот скоро я приеду вот скоро домой после этого сплава. И буду делать обзор на удочку, которая стоит, наверное, раз в 10 дороже точно. Спиннинг. Катушку купил дорогую. Андрюха, мы так-то поехали вперед, походу. Делаем. Соберем. И за ручей уже сейчас переедем. Пробовать на Печоре. Ну, удочку я что-то сюда не взял, думаю. Жалко не стало новую удочку, думаю, сделать обзор и потерять. Зря. Так бы потеряли. Я даже ноутбук не взял с собой. Я знаешь, что подумал? Я уже просто пробовал прямой эфир с ноутбука. У меня нифига не получилось. А с телефона, видишь, с первого раза получилось. Андрюха, что с музыкой-то у нас произошло? Это все из-за Кибалина? Я с Bluetooth включался. Что, причаливаем к берегу, да? Зачем ты Bluetooth включаешь? Там же можно А выбрать. вы к этому рычу хотите причалить? Мы хотим просто причалить. Вам надо было сделать это, под мотор, чтобы прямо к плоту мотор прицепить. Сделал, блядь, мотор. Мотор? Да, мотор спит, походу. Мотор спит. Нет, клев не такой, бы сказать, что активный, но я говорю, 3 поклевки у меня было, а Алексей сразу хлопья, без поклевок сразу поймал, да? Видишь, я тут здесь живу уже 16 лет. А, он у тебя ручной, не кормишь. Сам выпускал его сюда. Видимо, Тоже первая рыба на удике? и вот я на биостанции был, в Кировском районе, 2 года подряд ездил, вот там стекали. Ну, Андрюх что-то надо стал, да? Смотрю, пошел в порт. На, Лех, поснимай, я Андрюхе помогу. Давай лучше Андрюхе помогу. Давай. Почему? Так, ну что? Не унывай, Андрей. Или ручей, или- Знаешь, как надо делать? Надо вот так от себя как бы. Дай-ка, Олег. Оба! 39 человек нас смотрят. Один раз мы уже выключались. Все, Андрюха, а куда пришел? Буквально сразу же после 2, не знаю, 5 секунд, наверное, выключения.
произошла поклевка, и Алексей вытащил окуня. Так что ненадолго выключаемся. Смотрю, заряда осталось немножко уже. Поставлю телефон на зарядку. Сейчас будем причаливать к берегу. Подойдет еще один член экипажа. Как, Иван Кибалин? Кибалин? Иван Кибалин должен подойти. Причаливаем к берегу, ждем. Ждем пополнения. Блин, не той рукой держу. Вот так вот, наверное, лучше. Ждем значительного утяжеления, я бы сказал. Да. Что, сильно тяжелый? Ну, меньше, чем твой подписчиков. Да. Еще один должен. Короче, нас 5 получается. Раз, два, три, четыре, 5. Еще 2 члена экипажа. По плану было, нас мало, но мы в тельняшках, но видишь, как бы все будет. Так что, друзья, причаливаем к Сыктывкарскому берегу и ждем пополнения экипажа. Ну, молодцы, завидую белой завистью, лепота какая. По вычегде поплывем. Базара нет, все классно, все хорошо. Ну а дальше, думаю, будет еще прикольней. 40 человек проснулось, 39. Ненадолго выключаемся. О, опять 40. Ну давай 40-му человеку еще скажу раз привет. Мы выключаемся ненадолго. Будем вас держать в курсе событий. Вот у нас так работает Олег. Так работает у нас Алексей. Так работает у нас Андрей. Виталий работает наверху. Ребята все устали. Всю ночь собирали этот плот. Плот собран. Плот прошел испытания. Отплыли мы уже от понтонного моста где-то, наверное, около километра, я так думаю. Плывем уже больше часа. 5 утра, 12 июня мы отплыли от места. Сколько по плану у вас километров? 100 километров? Я представляю, я если собираюсь плыть по Печоре 500 километров, ну, мне надо что-то другое плотик, наверное, поменьше. Все, друзья, выключаемся. Что будет интересное, обязательно будет включение, пока поставлю телефон на зарядку. Ну а так, когда причалим к берегу, будет костер, будет обед, будет ужин, мы, конечно же, будем вас держать в курсе событий. Всем доброго утра, всем огромный привет с Северной реки, Вычегда, Северной республики Коми, столицы нашей республики, города Сыктывкар. Всем привет, выключаемся. Ненадолго. Так, как остановить эту трансляцию теперь? Сорните устройство. Так. Блин, еще бы знать. Куда этим летом по Вычеге поплывем? Мы этим удачной рыбалки. Все, всем пока.